Вы кто по нации? Азербайджанец? Я был в Баку в марте. Вы там были? Садж есть? Садж есть в меню? Нет. Вот он наш номер в поселке Усть-Калманка. Гостиница называется «Уют». С завтраком человек на ресепшн просил 1250 рублей, но я сторговался за 1000 с завтраком вместе. Было ощущение, что я мог бы еще сломать его, но ладно. Вообще жаловаться не во что. Вот, пожалуйста, 2 кровати, здесь есть Wi-Fi, телевизор, душ, холодная горячая вода, туалет. Отлично, все, что нужно. Чистые полотенца, нормальная кровать. И даже гараж. Мы поставили мотоциклы в гараж под замком. В общем, отлично. И еще Wi-Fi, да, я, наверное, уже говорил про Wi-Fi. Вот, сходил в душ, самые обычные рутинные дела. Убрал вещи постирать, на завтра, помылся, воду набрать. Поставил на зарядку все эти свои причиндалы. В общем, сейчас будем ужинать. Вот, завтра позавтракаем и поедем. Завтра нужно пораньше выехать, по идее, но завтра есть только 8-8:30. Хотелось бы раньше двинуть, потому что завтра нужно до Черги доехать, потом на Чуйский тракт и максимально ближе к монгольской границе подобраться, к Ташанте. Я думаю, мы это сделаем. Единственное, я думаю, будем завтра очень много фотографироваться, так как Чуйский тракт это и есть самое сердце Алтая. Усть-Калманка. Как увидела я, прям ностальгия. И на вкус, как в Новые годы. Как? Коленочка у нас немножко. А когда я буду там? Мы... В общем, что я сказал? Коньяк с самогоном, да? Самогон. Да, что-то такое Самогон вот. это. Что-то такое вот самодельное. Пробуем. Пахнет очень вкусно. Вкусно? Слушай, это чем похоже, не пойму. Классно. Но не слабое. Я пытался сдержаться. Запей на чуть-чуть. Гуляем. Не дороже, чем в Москве, наверное. Я думаю, проверим. Вот наш ужин. 3 августа. Отбивная, говорит Мир, очень хорошая. Свиная. У меня карачка. Сейчас заценим. Какая-то адская жижа сейчас была. Что-то мне очень плохо. Я как будто бы 5 банок пива выпил. Или как будто, я не знаю, пол-литра водки. Хотя всего лишь... Сколько там грамм? 30, да? Да, 30 грамм. У тебя голос пропал нахрен. Что за хрень? Короче, они смешали коньяк и самогон. Это не самогон, а стояли на бочке. Да? Ага. Такое ощущение, что это самогон, просто коньяк для цвета добавили. Уф, что-то очень херово, мне поплохело. Мне даже уши заложило. Нос заложило. Вот я сейчас закапал себе нос, чтобы открыть сосуды, сузить. Больше нечего добавить. Доброе утро. 4 августа. 4? Да. 4 августа. Воскресенье. Наш завтрак. Яичница с чаем. Время где-то 8:30. Нормально поспали. Сейчас выдвигаемся. Сегодня мы, если все будет хорошо, попадем на Чуйский. И будем ехать, покуда есть сил.
Вчера мы сходили на ужин, вы видели это видео. Возвращаемся мы, значит. Потом я смотрю, здесь лежит телефон. Я думал, наверное, это Мирослава телефон. Мой, потому что был у меня. Ну и раз такой поднял, думаю, ладно, ничего с ним, не обратил внимания, лег. Потом он приходит ложиться. И минут через 30 какой-то непонятный рингтон. Я такой, твой? Нет. И не мой, что такое? Мирослав встает, подходит. Этот телефон, оказывается, чужой, левый, и звонит. Мы такие растерялись, а как он здесь оказался? Он берет трубку, там мужик говорит, что он там говорит? Типа, ты кто? Ничего не говорит, он Молчи. Я говорю, 3-й номер. Он сказал, а все, сейчас приму. Короче, это телефон хозяина гостиницы. И что вы думаете? У нас такое подозрение, что пока мы ели, кто-то пришел сюда, посмотрел, как мы здесь обустроились, и нечаянно забыл свой сотовый. Блин, ну зачем сотовый ложить сюда? Его же можно в кармане держать. Видимо, он положил сюда. Там, да. У нас оттенгенил, посмотрел, что у нас в сумках. Потом пришел за телефоном такой, и, улыбаясь, говорит, нет, ребята, вы не подумайте, это я не приходил сюда. Ну, мы так охотно поверили ему, телефон отдали. Сейчас посмотрим, вроде бы все нормально, никакой пропажи, ничего мы не заметили. Давно не слышались. Последнее видео я записывал утром. Сейчас уже 1 час. 4 августа, воскресенье. Мы в 90 километрах от поселения Черга, что находится прямо на Чуйском тракте. Вот. Только что перекусили. Собираемся в дорогу. У меня здесь небольшое происшествие. Вот она, моя задний амортизатор, он потек. Это означает, что я встрял на бабки. Вернусь в Алмату, буду искать варианты. Потому что новую покупать за сколько там, я не знаю. Но мне говорит Мирослав, что там 1,5 штуки евро, наверное, будет. Меня это очень смущает, этот прайс. Поэтому будем думать. Тут в чате переписался с одними ребятами. Они говорят, в Новосибирске их восстанавливают. Но сейчас не вариант ехать на Алтай, снимать, отправлять на Новосибирск, пока она до туда дойдет, пока ее починят, потом пока ее вернут. Короче, этот оборот займет неделю, наверное, как минимум. Поэтому я решил ехать дальше. Конечно, ехать неприятно, потому что задница прыгает вообще. Режимы не переключаются, ни спорт, ни комфорт, ни оффроуд. Вот так, в общем, херово. Так, ну и все в остальном. Погода офигенная. Где-то около 30 градусов, наверное. Здесь вот либо пшеница, либо рожь. Непонятно. Свернули с трассы, чтобы перекусить. Сейчас едем дальше. Ехать практически невозможно. Тут даже небольшие волны и такое раскачивание идет. Я боюсь, что если так дальше ехать, будет еще хуже. Вдруг у меня подрамник полетит из-за этого. Это какие колебания, какая вибрация идет. Поэтому, еще раз посовещавшись с миром, я позвонил в байк-хаус, который находится в Манжерке, поселение Манжерок. И мне сказали, что могут починить мой амортизатор. Они снимут и отправят в Новосибирск. Мы вот буквально несколько минут тому назад останавливались с миром и решили, да, мы решили ехать в Манжерок, чтобы показать мой амортизатор. Если надо будет, то мы готовы ждать 3 дня. День на доставку в Новосибирск, день на ремонт и день на доставку назад.
Как только мы его установим, у нас в планах продолжить наше путешествие. Но сейчас это сделать просто тяжело себе вообразить. Я не думаю, как это можно сделать без еще сильнее, еще плачевнее последствий. Именно поэтому мы сейчас свернулись с нашего маршрута на Чергу и едем на Манжарок. Очень красивые дороги. Дорога, кстати, неплохая. Ну нереально, мне все шатается здесь. Прям хвост кидает. Шесть осталось. Что, опять? Сколько раз уже было? Как вы видели, мы только что заехали на Чуйский тракт. Температура воздуха 33 градуса. Очень оживленная трасса. Но нет смысла спешить, потому что мы любуемся, едем не спеша налево, направо. Реку Катунь переехали. До Манжарка осталось около 5 километров. Сейчас едем сразу в байк-хаус. И разговариваем насчет ремонта. В воздухе запах кедра, запах ели. Не передать словами. О, здесь люди и купаются. Шикарно. Прям вообще клево. Алтай Мото. Мы приехали сюда. Будем здесь жить и ждать, когда починят мой амортизатор. Ребята давно уже существуют. У них офигенная база здесь. Даже смотрите, свои овощи внутри из сруба. Сейчас посмотрите, комната очень цивильно все. Дает технику на прокат зимой и летом. Туры, все такое. Да? Рассказываю своим подписчикам, как у вас здесь круто. Здорово, знакомьтесь. Подписчики. Это Антон. Классный, говорю, у вас байк-хаус. Все под ключ. Это мотохаус. Мотохаус. Байкеры на великах. Блин. Все эти тонкости нам непонятны пока. Нормально. Первый раз мы здесь просто у вас, поэтому... Ребят, все, кто будет проездом, село Манжарок, Ленинская, 33. Ждем вас в гости. Да, про ваше место и так знают. Мне друзья из Казахстана пишут: заезжай в Манжарок к Володе, берите мотоцикл на прокат и гоняйте. Тут и мойка, и гараж, и компания, самое главное. Все мотоциклисты, так что есть о чем пообщаться. Вот так вот, имейте в виду.